Партнерский проект благотворительного фонда Союза женщин и Чувашского театра кукол «Расскажи мне, кукла-сказку» вышел на новый уровень. Неделю назад в стенах театра чествовали победителя одноименного конкурса. То есть тех, кто в домашних условиях всей семьей создает спектакли и потом показывает их на площадках региональных библиотек. И вот теперь организаторы проекта решили собрать творческие семьи еще и на форумы. Место встречи неизменно – Чувашский государственный театр кукол. В фойе каждый желающий мог принять участие в мастер-классах. Разновидностей театральных кукол ведь много. Пока родители грызли гранит науки, детям на импровизированной сцене показывали мини-спектакли. Сверчок играл на скрипке, кузнечики ездили на мотоцикле. Танцевали марионетки по чувашские песни, к тому же играли на гармошке. На форум в театр приехали 48 творчески одаренных семей региона. Все они любят книги и проводят массу времени в читальных залах местных библиотек. Поэтому вопрос, где же показывать свои домашние кукольные спектакли, даже не стоял. В библиотеках постановки шли, как говорится, при полном аншлаге. В основном участники проекта «Расскажи мне, кукла-сказку» брались за всем известные классические сказки. Например, семья Гореевых поставила «Красную шапочку» и сказку «Под грибом». Использовали два способа – куклы Бибобо и тени. Было трудно. Поймать вот этот ракурс очень тяжело. Нужен навык. Нужен навык светотень, как падать должна, то есть освещение. Нюансы очень много. А вот семья Алексеевых решила подойти к созданию постановки с креативом и легкостью. Это было интересное приключение. Просто дети вжились в роль. Сказка всем знакома. «Три медведя». На ночь мы часто читаем детям сказки, и поэтому как бы сыграть сказку не составило труда. Отмечу, победителями проекта «Расскажи мне, кукла-сказку» стали сразу 10 семей. Но грамоты вручили абсолютно всем участникам. Кстати, в следующем году конкурс объявят снова. Готовиться к нему можно начинать уже сейчас. В перспективе, естественно, в год счастливого детства мы постараемся еще больше внимания уделить театральным представлениям. И очень хочется, чтобы действительно библиотеки зажили новой жизнью. У них появилось второе дыхание. В завершении форума профессиональные артисты показали на сцене сказку «Мишкина каша». Взрослым и детям было над чем поразмыслить, а у кого-то в головах даже промелькнула идея будущей постановки в домашнем театре. Екатерина Данилова, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Игорь Ульянов, Андрей Шоклев. Вести Чувашия.